В 2024 году в суды общей юрисдикции Ингушетии поступило более 97 тысяч дел и материалов, что на 70% больше, чем в 2023 году. Всего в 2024 рассмотрено в разумные сроки свыше 96 тысяч дел и материалов. Выступая с докладом о проделанной работе судами общей юрисдикции республики за прошлый год, председатель Верховного суда Иса Газдиев подробно рассказал об уголовных делах, их структуре по объекту посягательства и назначении наказаний. В 2024 году суды республики рассмотрели уголовные дела в отношении 956 лиц. Из них осуждено 866 лиц, это 90,7% от общего количества лиц. Оправдано 8 лиц, 0,7%. Прекращены дела в отношении 42 лиц, это 4,4%. Дела возвращены в отношении 8 лиц, что составляет 0,8%. Применены принудительные меры медицинского характера к 5 лицам. 0,6%. Переданы по подсудности уголовные дела в отношении 27 лиц, 2,8%. Так, в 2024 году судами республики рассмотрено 4 уголовных дела с участием присяжных заседателей, в том числе одно уголовное дело в отношении лица, по которому подсудимый на основании вердикта присяжных оправдан. Также в своем докладе Иса Газдиев привел статистику за прошлый год по негражданским и административным делам. Рассмотрено по первой инстанции 70 422 гражданских и административных дел, что на 80%, обратите внимание, на 80% больше, чем в 2023 году. Увеличение произошло за счет жилищных, пенсионных, кредитных, трудовых споров. Верховным судом республики в 2024 году по первой инстанции рассмотрено 27 гражданских и административных дела и 2 уголовных в отношении 2 лиц. За прошедший год в производстве районных подведов находилось более 16 тысяч дел. Из них рассмотрено свыше 12 тысяч. Для сравнения, цифра за 2023 год – 8370 дел. Также в 2024 году на рассмотрение мировыми судьями Ингушетии поступило более 57 тысяч гражданских и административных дел, что на 88 с лишним процентов больше по сравнению с 2023. Говорили сегодня и о кадровых изменениях, а также о задачах на этот год. Сегодня перед судами общей юрисдикции Республики Ингушетия стоит целый спектр задач, которые требуют добросовестного и профессионального подхода. Основное направление нашей работы – повышение эффективности отечественного правосудия, его доступность для граждан, реальная возможность реализации на практике конституционных прав граждан и организации на судебную защиту их прав, свобод и законных интересов. Ключевые задачи на 2025 год – это активная работа в четком соответствии с планом работы как Верховного суда Республики Ингушетия, так и Верховного суда Российской Федерации. Качественное разрешение судебных споров в разумный срок и с минимальными издержками. Далее слово взял председатель Народного собрания республики Магомед Тумгоев. Он отметил, что Верховный суд Ингушетии надежно защищает как государственные интересы, так и права и свободу граждан. Между Верховным судом Республики и Народным собранием Республики Ингушетия надежно, тесно взаимодействует. На системной основе ведется работа по совершенствованию законодательства, касающейся деятельности мировых судей. Верховным судом Ингушетии за последние годы внесено в законодательный орган республики 7 законопроектов. Все указанные законопроекты Верховного суда Республики были приняты Народным собранием Ингушетии. Судебная система – один из ключевых институтов госвласти, обеспечивающий верховенство права. И именно служители Фемиды призваны, опираясь на право и закон, искать, находить и утверждать справедливость, служить обществу, гражданам и государству, отметил в Рио руководитель администрации главы и правительства Ингушетии Анзор Мархиев. На сегодняшний день на контроле администрации находится более 500 судебных дел, из которых 234 рассматриваются судами общей юрисдикции. Юристы Главного государственного правового управления администрации принимают непосредственное участие в 63 судебных процессах. По итогам этой работы удалось предотвратить ущерб бюджету республики на сумму более 6,2 миллиарда рублей. В собственность региона возвращено более 1000 земельных участков общей площадью 242 гектара.
Это земли сельскохозяйственного значения и участки в границах населенных пунктов. Основное направление работы – повышение эффективности отечественного правосудия, его доступность для граждан, реальная возможность реализации на практике конституционных прав граждан и организаций, на судебную защиту их прав, свобод и законных интересов. Мадина Цора, Адам Мережков, Сулейман Костоев, Магаз, 24.